Главные события уходящего вторника, 2 сентября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Расскажем, какие еще темы поднимали главы двух держав. Последние приготовления до главного дальневосточного события. Восточный экономический форум 2025 начнет работу уже завтра. Узнаем, чем удивит мероприятие гостей и участников. Новое приложение, функции и возможности. Узнаем, что известно о российском мессенджере Макс. В школе номер 6 города Томмота исполнилось 100 лет. В честь векового юбилея торжественная линейка, посвященная 1 сентября, прошла особенно празднично. Сегодня завершает свою работу 5-я Московская неделя моды. Основной площадкой главного события сезона стал парк Зарядье. Традиционно свои коллекции представили и якутские бренды. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Мероприятие организовали в закрытом от СМИ формате. Во время приветствия российский лидер отметил, что тесное общение двух стран отражает стратегический характер российско-китайских связей. Он также назвал Си Цзиньпина другом и поблагодарил за теплый прием делегации России. Российский лидер отметил, что уже завтра, 3 сентября, состоится масштабное мероприятие по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой. Путин также примет участие в торжественных церемониях, посвященных этой дате. Тем временем с 15 сентября Китай вводит пробную безвизовую политику для россиян. Данные меры направлены на укрепление дружественных отношений двух держав. Изменения продлятся до 14 сентября 2026 года. Граждане России смогут пребывать на территории Китайской Народной Республики без виз на протяжении 30 суток при предъявлении обычного паспорта. Целью таких поездок могут быть туризм, бизнес, встречи и посещение родственников. Ранее российские путешественники, напомню, были обязаны оформлять визу для поездки в Китай. Исключением мог быть транзит через страну. Пробная безвизовая политика следует сразу после встречи глав России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина в Пекине в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. К другим темам продолжается предоставление услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Более 70 ветеранов смогли пройти восстановление по линии Социального фонда России в реабилитационных центрах Анапы, Тюмени, Томска, Омской и Кемеровской области. В филиале фонда в этом году помощь получили более 500 граждан. Также продолжается и работа в части оказания психологической помощи детям погибших участников спецоперации. Филиалом Фонда «Защитники Отечества» по Республике Саха-Якутия в текущем году принято и обработано более 1700 обращений по медицинским вопросам. Согласно программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и приказу Министерства здравоохранения по Республике Саха-Якутия от 14 января 2025 года об организации проведения расширенной диспансеризации ветеранов боевых действий на 2025 год, диспансеризацию в текущем году прошли более 400 ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. В столице региона проходит мероприятие, приуроченное к 80-летию со дня окончания Второй мировой. Сегодня в мемориальном комплексе «Якутск», город трудовой доблести, в рамках торжества «Эхо Победы» чествовали ветеранов тыла и боевых действий. Подробности у Лилии Бурцевой. Полевая кухня, выставка оружия времен Второй мировой и макеты военной техники, концертные и танцевальные программы – все это стало частью торжественного мероприятия «Эхо Победы». Помним, гордимся, чтим. Очень важно отметить, что здесь очень много молодежи, которые тоже могут посмотреть, что такое винтовка, как она выглядит, посмотреть, из чего стоит машина, оборудование и так далее. То есть это очень такое патриотическое большое направление. Ну и, конечно же, одно из таких направлений, которое это ведет, это у нас патриотический департамент, который у нас есть при окружной администрации, тоже вот спасибо им. Ну и управлению молодежи. Мы видим, здесь у нас приходит молодежь в военной форме, которая будет поддерживать наших ветеранов, сопровождать их, помогать им с кашей, ну и, соответственно, просто возможность погулять будет здесь очень хорошая. Поэтому наш парк Победы живет. Мы, конечно, 80-летие Победы, оно при нас, и это очень важное событие для нашей страны.
Прикоснуться к истории времен Второй мировой войны буквально можно было благодаря выставке оружия. Участники мероприятия могли подержать в руках винтовки, пулеметы и даже попробовать их разобрать и собрать. Здесь представлена выставка совместно с ДСАФ. Дети трогают, рассматривают вооружение времен Второй мировой войны. Им очень это интересно, и это помогает в них развить патриотизм. Они хотят почувствовать себя бойцами. Говорят, оружие тяжелое. На вопросы, знаете ли историю, все говорят, да, знаем, и сами рассказывают про автомат. Например, говорят, вот это автомат ППШ, это пулемет Дегтярева. Мне кажется, такие мероприятия помогают людям знать историю. Программа, приуроченная к 80-летию со дня окончания Второй мировой, продолжится различными мероприятиями, в том числе возложением цветов к памятникам, высадкой деревьев, раздачей мемуаровых лент, выставками и концертами. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. За 10 лет участия в Восточном экономическом форуме Якутия заключила более 200 соглашений. Общий объем инвестиций, по которым превысил 1 триллион рублей. Итоги подписанных соглашений заметны в самых разных сферах, в том числе построен тепличный комплекс в Саюре, возведен новый учебно-лабораторный корпус Малой академии наук, обновлен автобусный парк, а также арктические районы подключены к волоконно-оптическим линиям связи. Реализация проектов позволила создать свыше 9000 новых рабочих мест и повысить качество жизни якутян. Отмечу, на ВФ этого года ожидается подписание порядка 30 новых соглашений, охватывающих широкий спектр направлений. Ну а Владивосток тем временем готовится к старту 10-го Восточного экономического форума. До начала считанные часы. Основная культурная программа пройдет традиционно на улице Дальнего Востока на набережной кампуса ДВФУ. Все подробности у Лианы Михайловой. До старта Восточного экономического форума остался всего один день. Павильоны субъектов Дальнего Востока уже полностью готовы и рады встречать гостей. Ежегодно каждый регион обновляет свою концепцию и представляет родной край с разных сторон. Именно здесь, на улице Дальнего Востока, мы можем наблюдать самое яркое разнообразие культур. Республика Саха-Якутия традиционно принимает участие в выставке «Улица Дальнего Востока», где представят приоритетные инвестиционные проекты и туристический потенциал. Также будет поддержан патриотический дух и продемонстрирован якутский кинематограф. В дополнение к этому планируется обширная культурная программа. Готовность на сегодняшний день нашего павильона стопроцентная. Внутри павильона у нас представлены инвестиционные проекты, туристический потенциал нашего региона. Представим наш знаменитые Ленские столбы, наш Булус. Также основной экспозицией нашего павильона является эта выставка «Мамонтенка» Яны, который был найден в прошлом году. Также вместе с «Мамонтенком» представлены львята Борис и Спартак. Павильоны на выставке обновили свои концепции по сравнению с прошлым годом. К примеру, Еврейская автономная область представит экспозицию под девизом «У нас в ЕАО все по-настоящему», где можно ознакомиться с историческим и природным туризмом, ключевыми отраслями экономики и другими экспозициями. Нам от Биробиджана до Якутска добираться, смотря каким видом транспорта, она очень долго. Когда тут у тебя по соседству Чукотка, тут по соседству Сахалин, до которого только доплыть долететь, это уникальная возможность. Мы тут прежде всего очень хорошо понимаем, что мы большая семья. Мы, да, как говорит наш президент, семья семьей. Мы все дружим, мы друг друга выручаем. Что-то бывает даже посреди ночи случается. Это способ почувствовать локоть своего друга, товарища и брата. Улица Дальнего Востока буквально кипит. Жители и гости города с нетерпением ждут старта мероприятия. Ожидается, что в форуме примут участие более 4500 человек из более чем 70 стран и территорий. Ох, здесь на самом деле очень здорово, очень много всего, очень классный вид, природа. Здесь такие уточки, вот здесь буквально вниз спускаешься, их там очень много. Здесь просто офигеть, какая приятная атмосфера. Музыка здесь буквально везде, что живая, что чисто на фоне. Главной темой юбилейного 10-го Восточного экономического форума в этом году станет Дальний Восток, сотрудничество во имя мира и процветания. Лиана Осипова, Владивосток.
Якутяне представят республику на спортивной арене в рамках Восточного экономического форума. Сегодня состоялось вручение формы для юных атлетов, которые отправятся на состязания уже завтра. Сборная, состоящая из 20 спортсменов, покажет себя как на любительском, так и на профессиональном уровне в разных возрастных категориях. Особенностью турнира станет то, что испытания будут состоять из комплексов разных упражнений, направленных на выносливость и развитие всех групп мышц. Открытый кубок Дальнего Востока игры ГТО-2025 пройдет в личном и командном зачете со 2 по 9 сентября и объединит с собой участников из 11 регионов страны. Сегодня мы от имени Министерства спорта вручили формы для сборной команды, ну, для детей, да. Пожелали им, чтобы хорошо выступили. В прошлом году они нас порадовали, первое место заняли. По всему Дальнему Востоку было 11 команд, и они первое место заняли. И в этом году мы тоже думаем, они нас порадуют. И профессионалы, и любители тоже, у них показатели будут хорошие. С началом осени вступили в силу различные изменения в законодательстве, а также новые директивы от государства. Одной из них стала обязательная предустановка на новые смартфоны и планшеты национального мессенджера Макс. В связи с этим все более актуальным становится ознакомление с новым приложением, его функциями и возможностями. Подробности далее. Макс – мессенджер компании ВК, набирающий с каждым днем все большую популярность. Уже на этот день его пользователями стали свыше 18 миллионов человек по всей стране, и цифры продолжают расти. С помощью Макса можно общаться, звонить как просто, так и по видеосвязи без ограничений, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Пользователи могут создавать свои каналы и подписываться на интересующие их, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. Помимо этого, начиная с 1 сентября, основные российские операторы мобильной связи «Большой четверки» начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Макс. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры. Абонентам предоставлена возможность бесплатного обмена сообщениями, совершения звонков и использования иных функций приложения без расходования основного пакета интернет-трафика и без взимания дополнительной платы. Одной из отличительных особенностей соцмессенджера Макс является интеграция с другими российскими сервисами и платформами. Так, через Макс можно получать коды для входа в учетную запись на госуслугах. На сайте Минцифры указано, что это такой же надежный способ подтвердить вход, как и уже существующие, но с рядом преимуществ. Реализована возможность денежных переводов между пользователями посредством системы быстрых платежей Банка России. Также завершена интеграция с образовательной платформой Сферум, через которую проходит взаимодействие педагогов и учеников. Ее постепенный запуск по всей стране планируется на 15 сентября. По итогу плюсами приложения является хорошая производительность, растущая база пользователей и интегрированные дополнительные сервисы. Не обошлось и без минусов. Это относительная новизна, ограничение регистрации и неполный функционал. Сейчас зарегистрироваться в приложении можно через российские и белорусские номера. Мессенджер поддерживает iOS, Android, macOS и Windows, а также имеет веб-версию. Скачать Макс можно через App Store, Google Play, а также он доступен в Рустор и App Gallery. Как объяснили эксперты, предустановка мессенджера на новые телефоны не значит, что приложение будет устанавливаться самостоятельно на смартфоны, которыми люди уже пользуются. Пользователи по-прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться. Национальный мессенджер продолжит свое активное развитие, устраняя недостатки и делая его более удобным и безопасным в пользовании. В сентябре планируется повышение пенсии после индексации. Пенсионеров старше 80 ожидает надбавка в виде удвоенной фиксированной части страховой пенсии.
Так, сумма с 8900 рублей увеличится до 17800 рублей. Такая же прибавка ждет людей, получивших в августе этого года первую группу инвалидности. В случае, если пенсионер содержит иждивенцев, то надбавка составит 2900 рублей на каждого недееспособного члена семьи. При наличии у гражданина стажа работы на Крайнем Севере полагается до начисления районных коэффициентов. Также прибавки ждут пенсионеров, у которых начисление не доходит до уровня прожиточного минимума. Оформление надбавок будет проводиться автоматически. Как генетика помогает выявить серьезные заболевания и чем она может помочь в лечении? На эти и другие вопросы отвечают ученые республики и других регионов страны. Приглашенные эксперты поделились опытом, как анализировать некодирующие регуляторные участки генома, а также представили доклады, связанные с геномикой сердечно-сосудистых заболеваний. Якутские врачи, в свою очередь, рассказали о становлении генетики на территории республики. Конференция «Новые горизонты генетики. Путь к персонализированной медицине» проходит на базе Национального центра и продлится до 3 сентября. Мы хотим попробовать создать, включить тех, кто проходит обследование в этом замечательном учреждении, в несколько национальных регистров больных, которые подвергаются специальному генетическому обследованию. В ближайшие планы включить данный центр в ряд идущих уже достаточно крупных, очень интересных проектов по применению геномных технологий для раскрытия таких необычных заболеваний мышц, поиску биомаркеров в эпилепсии, которые плохо отвечают на лекарства. Школе номер 6 города Томмота исполнилось 100 лет. В честь юбилея торжественная линейка, посвященная 1 сентября, прошла особенно празднично. Как именно, расскажет Вероника Таюрская. Во дворе средней школы номер 6 города Томмота в День знаний царила праздничная атмосфера. Детей и их родители встречали ростовые куклы, небольшие подарки и, конечно же, хорошее настроение. В спортивном зале школы развернулся настоящий музей. Гости праздника узнали об истории образовательного учреждения и о ее настоящем. Так ее ученики неоднократно становились призерами и победителями престижных конкурсов. Школа известна как в районе, так и в республике. Школа неоднократно занимала места и на российских конкурсах. Я всех поздравляю, выпускников, учеников, всех причастных к школе, к жизни школьной, учреждения с этим замечательным событием. В праздничный день в адрес школы звучат поздравления как от нынешних учеников, так и от ее выпускников разных лет. С большим удовольствием всегда попадаем на 1 сентября, особенно в такой прекрасный праздник. Нам понравилось. 17 лет спустя наши многие одноклассники уже давно женаты, воспитывают таких же прекрасных детей, некоторые из которых учатся здесь. Мы, естественно, все получили образование благодаря нашей школе и сейчас стали очень хорошими специалистами. Сегодня коллектив школы состоит как из молодых специалистов, так и из профессионалов, обучивших не одно поколение. В коллективе царит такая обстановка, которая позволяет тебе раскрыть все свои способности и способности детей. Я благодарна за то, что есть ученики и что нам есть кого учить. Я благодарна тем, которые получили химическое образование. У меня есть дети, которые есть кандидаты химических наук. Это Маракулина Ксения, благодарна ей за это. Есть преподаватели химии. Ученики отмечают, что в стенах школы всегда царит дружелюбная атмосфера, способствующая успешному процессу обучения. Школьные будни проходят очень хорошо, весело, уроки очень познавательны. В общем, меня все устраивает, мне очень нравится. Я рада, что учусь в этой школе. Учителя добрые, хорошие, отзывчивые, всегда помогут. В конце праздника все желающие могли написать свои пожелания школе и вложить их в капсулу времени, которую вскроют по истечению 25 лет. Праздничное мероприятие, приуроченное юбилею, продолжится. Так уже 6 сентября в Доме культуры пройдет концерт с участием учеников школы. Вероника Таюрская, Ринат Нахиев, Якутск, Томмот. На площади Победы участники всероссийской акции «Огни Победы» почтили память героев Великой Отечественной. Акция проводится по всей стране уже 5-й год, ну а в нашем регионе ее организовали впервые. Перед собравшимися выступили представители органов власти, медицинского сообщества, общественных организаций и ветераны боевых действий. На мероприятии приняли участие школьники и студенты. Символ огня передавался из рук в руки как знак вечной памяти.
Для каждой семьи это очень дорогой день. День памяти. Мы, как наследники победителей, наше поколение. И сегодня наши ребята, мужья, отцы, сыновья, братья тоже встали в защиту нашей Родины, как 80 лет назад. Мы верим и знаем, что победа будет обязательно за нами. Сегодня завершает свою работу 5-я Московская неделя моды. Основной площадкой главного модного события сезона стал парк Зарядье. Традиционно среди российских и зарубежных дизайнеров свои коллекции представили якутские бренды Инники и Заза. Новые коллекции поражают воображением, цветовыми решениями, формами, сочетанием новизны якутских традиций в современном прочтении. В закулисье фэшн-фестиваля побывали наши московские коллеги. Культурный код Якутии узнаваем в линейке бренда Инники. Яркие модели, северная эстетика и спецпоказ якутского дизайнера Изабеллы Дордосовой превращается в путешествие в далекую и загадочную Якутию. Моя коллекция называется «Бесхара». Это в переводе с якутского «Пять глаз», посвященная именно орнаменту самому сильному. И также я вдохновлялась сказочными персонажами из сказки Буратино. У нас тут форма будет как будто бы форма сердечка, а спереди якутский этот орнамент должен появиться из волос. И сколько времени уходит на создание этого образа? Ну, в данное, вообще, в идеале, конечно, час уходит. А сейчас в данное время минут 15-20 максимум. Среди моделей, представляющих молодой бренд из Якутии на московском подиуме, директор Средиземноморской недели моды Валенсии Сергия Пуч и блогер-миллионник Анастасия Причинина. Коллаборации бренда Инники с музыкой «Уран» и украшениями Керга тоже не случайны. Модные дизайнеры строят творческие тандемы с теми, кто идет в ногу со временем. Для меня огромное удовольствие вновь быть рядом с Изабеллой и брендом Инники. Этот бренд обладает выдающимся международным потенциалом. Он уже заявил о себе в Валенсии. И я говорил Изабелле, что ее ждет большое будущее. Сейчас я вижу, что так и будет. Мне очень нравится то, что это такой необычный, этнический, мистический какое-то такое направление. Ну, конечно, пожелаю развития, популяризации, выйти на мировой рынок. В маркете Московской недели моды в Зарядье гостей знакомят с изделиями 70 российских брендов, среди которых представлен бренд Александры Корякиной Николаевой «Заза». Мы уже, в принципе, давно сотрудничаем с Московской неделей моды, когда еще они были артефактами и проводили Mercedes-Benz Fashion Week. И на маркете нас каждый сезон зовут, и проходим отбор, слава богу, пока еще, да. Все-таки это поддержка очень мощная для российских дизайнеров, и это шанс как бы показать свои изделия по широкой публике, да. Туяра Константинова, Айтел Байтунов, Москва. В Якутске пройдет выставка к столетию Национальной библиотеки республики. С 14 по 30 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется мультимедийная выставка «100 лет. Раритеты» из фонда Национальной библиотеки республики. В экспозиции представят редкие документы, книжные памятники и видеоматериалы к юбилею главной библиотеки региона. Мероприятие приурочили к 4-му международному библиографическому конгрессу, который пройдет в городе с 16 по 19 сентября. Структурно выставка состоит из 3 разделов. Первое – это история Национальной библиотеки с момента основания и по сегодняшний день, где также представлено очень много интересных фотографий. Второй блок – это первые опыты книгоиздания на якутском языке, которые были изданы в разных городах России. И третий блок – это история Национальной библиотеки в годы Великой Отечественной войны. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.